Небрежное отношение к природоохранному законодательству может сказаться как на нас, так и на будущих поколениях. Тема экологии необычайно актуальна, если учесть многие катаклизмы, к которым нередко приводит беспечность обывателей. Специалисты отмечают, что в сохранении общего благоприятного фона немаловажную роль играет раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. Тот самый случай, когда чувствуешь себя французом, эдаким клошаром, и лезешь в мусорный бак с той лишь разницей, что за спиной у тебя не Эйфелева башня, а башня Согласия. У журналистов не все так плохо, что приходится лезть в урны за пропитанием. Лично я иду на такой репутационный риск, чтобы выяснить, насколько раздельно собирается мусор, насколько в городе Солнце местные и гости экологически грамотно избавляются от чего-то лишнего. Баки в несколько секций в Магасе и ряде городов были установлены 3 года назад по поручению главы региона не столько для сортировки, сколько для экопросвещения населения. Делается это для повышения эффективности циклов сбора и утилизации. Следующий этап – это и наращивание работы по пропаганде и установка новых баков. Планируем мы внедрить двухсекционный сбор отходов, двухсекционное накопление. То есть это будет не как принято бумага, пластик, картон по фракциям собирать. Это будет пищевые и непищевые отходы. Раздельный сбор он позволяет более глубоко сортировать отходы. Пока региональный оператор ведет как сбор, так и сортировку самостоятельно. Он, кстати, в регионе только один. Минприроды указывает на необходимость появления и других подобных предприятий. Мы планируем разбить территорию республики на 3 зоны и уже отобрать по каждой зоне регионального оператора. А в целом, готов он или не готов, если мы издаем нормативно-правовой акт и организация, которая обязана его реализовать, не выполняет эту задачу так, как полагается, за это предусмотрены неблагоприятные последствия. То есть это уже штрафы, и поэтому организовать свою работу придется любому, кто придет к нам, к региональным операторам. Все из мусора, что можно подвергнуть переработке, сегодня вывозится за пределы региона. У нас пока для этого нет своих мощностей, но по указу президента они должны появиться до 2024 года, как и во всех субъектах страны. Мы ищем сейчас инвестора для того, чтобы построить комплексы по сортировке отходов, по переработке отходов. На данный момент все отходы на переработку вывозятся в другие регионы. То есть то, что не размещается на полигоне с полезной фракцией, они прессуются и вывозятся. Но мы планируем, конечно, и не только планируем, мы должны сделать условия для того, чтобы это все делать у нас на территории республики. Министерство природных ресурсов и экологии определило и месторасположение полигона. Мы его указывать не станем, чтобы не давать поводов для распространения какого-то негатива. Но с результатами самостоятельных осмотров урн ознакомим. Итак, пока в Магасе, в частности, от мусора избавляются, не особо читая предписания. Ибрахим Цароев, Ахмет Исмурзиев, Аза Картаева, Джамалил Дударов, Магомед Гагиев, Дани Тимурзиев. Вести Ингушетия.